Меня зовут Заичкин Евгений Владимирович. Я приехал в Вильнюс 20 августа после того, как мне начала угрожать опасность. За мной пришли люди из Следственного комитета. И, то есть, получается, в этот день, когда они приходили, я уже был за границей, поэтому я сейчас на свободе. Все началось после выборов. Я с друзьями пошел в центр города вечером, где, в принципе, собралось большое количество людей, чтобы выразить свое недовольство этим подделкой выборов. Там были войска внутренние. В принципе, мы пришли туда и начали задерживать людей. Были красные кеды, белые шорты, майка красно-белая. Естественно, там, в принципе, неважно, в чем ты был одет, у них было задание такое — избить людей, те, кто вышел на протест. Перед нами была стена из военных, и обойти их нельзя было. Мы просто шли за ними сзади, как сбоку остановился микроавтобус, оттуда выбежал ОМОН, человек 10. И просто без разговора начали нас избивать и закидывать в автозак. При задержании меня избили так, что без сознания доставили в больницу. После больницы я утром ушел из больницы сам. Была черепно-мозговая, повреждение шейных позвонков, и была губа разорвана в 2 местах. В 26 утра я открыла глаза, и стояли два милиционера, но они были в форме, все, и что-то пытались там поговорить, опросить меня, что-то сунули подписать. Но я махнул головой, что я не могу разговаривать. Они сказали, что мы придем позже. Все, когда они ушли, я попробовал встать, немного прошел. В принципе, сказал медсестре, что мне нужно уйти, и ушел. Когда я узнал, оказывается, меня уже много кто похоронил. Потом узнали, что я живой. Связались разные СМИ. Я все рассказал, все происходящее. И это мое интервью попало в Следственный комитет. И таким образом они хотели, видимо, заткнуть меня, скажем так, чтобы я больше не распространялся этой информацией. У меня была литовская виза, и я решил в Литву. Так как еще тогда, на то время, не было таких возможностей, что можно было просто без визы ездить. Поэтому я не уверен был, что поляки меня там, пустят или это, а Литва и ближе, быстрее. И за несколько часов до покупки билета попросил товарища, чтобы он узнал, есть ли я в списках у пограничников для задержания или просто чтобы меня не пустили. Он мне узнал, сказал, что меня в списках нет, но на границе меня, наверное, из всего автобуса минут 40, наверное, меня что-то там проверяли, не хотели пускать, отдавать паспорт. И по итогу мне отдали паспорт, и белорусскую границу я прошел. После карантина мне пришлось у Литвы просить политического убежища, так как визу мою аннулировали, как выяснилось. То есть назад я вернуться не мог, и в Литву дальше ехать не мог. Пришлось просить убежище. Меня пригласили в комнату, я написал краткую историю, приложил там документы, фотографии, видео, которое было там в телеграм-каналах, о моей истории. Все, меня посадили на карантин на 14 дней. После истечения карантина меня отвезли в Побраде, центр для беженцев.
И вот тогда, я вышел оттуда и приехал в Вильнюс. Так как я раньше работал, здесь и друзья были. И пришел к белорусскому посольству. В принципе, там познакомился уже с Натальей Колеговой. Ходил к посольству, ходили на митинги, на всякие мероприятия. И потом получил визу и улетел на Мальту. Жил на Мальте 3 месяца. Травмировал плечо на Мальте. Не нашел там хирурга, чтобы сделать операцию. И пришлось лететь в Литву. Здесь по страховке оперировали плечо. И сейчас вот реабилитация такая. И когда я у посольства, меня познакомили с Колеговой, и она, в принципе, рассказала, чем они занимаются. И, это только все начиналось. Она рассказала, чем они собираются заниматься. И когда узнала, что я живу в Побраде, предложила помощь. Я, конечно, не отказался, потому что понимал, что живя там, в центре, то есть ты не сможешь каждый день ездить, что-то делать, или даже на эти подработки какие-то. Да, она предложила мне жилье на первое время. Все, естественно, было бесплатно. Плюс всячески помогали продуктами, если нужна была одежда, если нужны были какие-то там документы или что-то в этот миграционный центр, то есть языка я не знал, то они все мне переводили, распечатали, в общем, всячески содействовали. И не только мне. Я просто был одним из первых, наверное, 8-м. Дальше уже с каждым днем людей становилось все больше и больше. И сразу они мне помогали, потом остальным, потом и я помогал, чем мог. И вот до самого последнего дня, пока я не уехал, то есть мы поддерживали связь и тесно общались. И всегда спрашивали, все ли хорошо, нужна ли какая-то помощь. В общем, очень благодарен допомоге всем этим волонтерам, ребятам, которые и сейчас работают, помогают, и тогда работали. В один день мне прислали статью. Мне стало интересно, я почитал, посмотрел. Я знаю все изнутри и примерно догадывался, почему это так, кто сделал. Естественно, я не поверил. Вообще там ничему. Люди просто, не знаю, что ими там двигало. Может, какая-то зависть, может, еще что-то. Они просто взяли и очернили человека. Просто на ровном месте. Может быть, там... В общем, я не могу сказать, какие мысли были у них, когда они писали эту статью, или же, просто поливали грязью. Я знаю, что это неправда, и я знаю, как было на самом деле. Хотелось бы, чтобы все скорее закончилось, вернуться в Минск, но как-то пока что я думаю, что минимум пару месяцев еще это все продолжится, пока не настанет тепло. Но, конечно, если же это продлится дольше, то нужно будет думать какие-то выходы, чтобы перевести сюда сына, или просто сделать так, чтобы он мог приезжать, уезжать. Так, в ближайшем будущем, я думаю, что заживет рука, я вернусь на Мальту, побуду еще некоторое время там. Но если же ситуация в стране, в Беларуси поменяется, или же усугубится, или же нужна будет какая-то помощь, то нужно будет как-то по-другому смотреть и
ехать, стараться чем-то помогать. Я наблюдаю каждый раз, ну, и восхищаюсь людьми, которые до сих пор даже в холод, хоть и небольшим количеством, выходят. Мне, так скажем, очень плохо от того, что я не могу. Хотя, наверное, находясь здесь, я, может быть, как-то больше помогаю, чем будь я там в тюрьме. Да, все ребята молодцы, и я понимаю тех, кто сидит дома, не выходит, это на самом деле страшно. Страшно просто ни за что оказаться в тюрьме. А те, кто выходит, ну, просто большое и огромное уважение вам. Держитесь.